Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Конституция Татарстана 25. Как принимался основной документ республики? Образцов, конечно, не существовало. Мы были практически первопроходцами. Страницы истории пролистала Лейсан Сабирова. Еще одна воздушная трагедия в республике. Есть жертвы. Как так-то? Почему в Верхнеуслонском районе упал вертолет, выяснял Сергей Хайдаров. Пешком от остановки до кладбища. Тут машины кругом, вон там все сейчас. Хорошо бы было, если до верха хотя бы. Весь путь на себе оценила Альбина Минибаева. Историческая забастовка. Профсоюз добивался повышения авторитета среди рабочих. Как век назад металлисты добились своих требований, изучил Дмитрий Аринин. Спустя 25 лет сегодня Татарстан празднует День Конституции. 6 ноября 1992 года основной закон был принят большинством голосов на сессии Верховного Совета Республики. С тех пор эта дата в календаре отмечена как праздничная – День Конституции. Сегодня на всех зданиях государственных учреждений развивается флаг Республики – бело-красно-зеленый триколор. Принимали ее в сложнейших политических условиях. Демократы просили одно, националисты требовали другого. Золотой серединой оказался нынешний вариант Конституции. Малоизвестные подробности восстановила Лейсан Сабирова. Конституция Татарстана 126 статей, обеспечивающих права и свободы 3 800 000 жителей республики. Именно опираясь на этот документ шло становление современной республики. Но основной документ принимался в напряженных условиях. Референдум о статусе республики, против которого выступала Москва, митингующие на площади Свободы, требующие самостоятельности. Все это начало 90-х. Борис Ельцин по центральному каналу выступал 8 минут, обращался к татарстанцам и говорил о нецелесообразности решения. Цена политической ошибки всегда конкретна. От нее будут страдать прежде всего наши близкие, семьи, дети. На следующий день с ответом выступает Минтимир Шаймиев. К сожалению, обнародованные вчера Верховным Советом Российской Федерации решения не базируются на уважении и доверии к принятым Верховным Советом нашей Республики нормативным документам. А уже 21 марта 1992 года пройдет всенародное голосование о статусе республики. Прокуроры вышли против, пугали, что избирательные участки открывать не будут. В результате лишь один оставался закрытым, но и он заработал. Более 80% татарстанцев воспользовались своим правом голоса. Более 60% поддержали целесообразность повышения госстатуса республики. С этого момента начинается подготовка текста Конституции. Создается Конституционная комиссия из 39 человек. В состав входят депутаты Верховного Совета Республики, юристы, общественные деятели, политологи, историки. Мы были практически первопроходцами. Мы в ходе работы Конституционной комиссии просмотрели целый ряд конституций демократических стран Европы, Соединенных Штатов, но мы взяли оттуда общие принципы. В мае 1992 года на сессии Верховного Совета впервые публично озвучивают проект основного закона. Комиссия рассматривает более 500 поправок народных депутатов. Каждое предложение, каждой статьи рождалось в споре. Пожалуйста, еще раз четко объясните вот то, что вы предлагаете, потому что не все поняли. Обсуждали его в мае, сентябре и октябре. Депутаты предлагали 3 варианта документа. В целом работа над текстом Конституции шла больше 7 месяцев. Русские демократы были против того, чтобы только татарский язык был государственным, а мы не хотели, чтобы Татарстан был в составе России. Две стороны пошли на компромисс. Государственными стали 2 языка, а Татарстан обрел суверенитет. После долгих обсуждений Конституцию ставят на голосование. 172 депутата выступают за, 1 против, 9 воздерживаются. Всех поздравляю с принятием Конституции. С принятием новой Конституции Республики Татарстан. 6 ноября 1992 года принимают Конституцию Татарстана. Сначала на русском языке, потом его переводят и на татарский. Мы с удивлением увидели, это приятное такое удивление, что Татарстан обладает высочайшей
политика правовой культуры. Татарстан обладает высочайшей юридической техникой. Конституция обеспечила социальные и гражданские права жителей республики, повысила экономическую самостоятельность Татарстана, обеспечила сохранение мира и согласия между народами и конфессиями. Татарстан получил право вступать в международные отношения. С принятием Конституции России в главный документ Татарстана внесли 15 поправок, но главные статьи неизменны и сегодня. Лейсан Сабирова, Айзат Шеймарданов, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». С праздником татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, что основной закон республики отразил всю глубину происходивших в то время в стране социально-экономических и политических изменений. Опираясь на Конституцию России, Конституцию Татарстана, были выстроены конструктивные отношения с федеральным центром. Сегодня Татарстан занимает ведущие позиции в России в экономике, социальной сфере и в духовно-культурном развитии. Наш опыт востребован как на федеральном, так и на региональном уровнях. Статус государственных языков, гарантированных Конституцией, намерены сохранить. Сегодня за круглым столом в Академии наук собрались представители разных национальностей, научные деятели, эксперты. Главный вопрос – права и гарантии изучения родных и государственных языков. И как в этом сложном вопросе прийти к компромиссу? Что решили, расскажет Рамиль Шайдуллин. Болит сердце за отечество родное. В целом, и, конечно, хочется защитить татарский язык. Майя Хухунашвили родом из Грузии. Выступает в защиту государственного татарского и как житель республики, и как работник образования. Сегодня за круглым столом люди разных национальностей. Порой переходят на татарский. Заместитель директора лицея в Иннополисе, признается, начала изучать татарский. Знание дополнительного языка однозначно плюс, считает она. И таких немало. Вот и сегодня здесь задаются вопросом, почему на собраниях в школах большинство идет на поводу у меньшинства. Родители навязывают. Более того, агрессивное меньшинство навязывает. 2-3 родителя диктуют всем, как быть. Ну, это произвол. Доходит до нападок на систему образования. Через анонимные телеграм-каналы поднимается вопрос изучения, неизучения языка, признанного государственным конституционно, что, впрочем, малоэффективно. Вопрос из области правового регулирования. Снизить уровень и градус напряженности, уровень обсуждения не в соцсетях и не на уровне правоохранительных структур, а именно специалистов. Это право сохранять и изучать родной язык гарантирует Конституции как России, так и Татарстана. При этом, как угодить всем? Так, чтобы все стороны были удовлетворены, чтобы татары не испытывали какого-то дискомфорта в изучении своего родного языка, чтобы русские понимали ситуацию и тоже не испытывали никаких проблем в изучении русского языка. При этом важно, изучая татарский, оставаться конкурентоспособным. Школьник получает золотую медаль, не изучает татарский язык. А здесь он не получит золотую медаль, потому что он, допустим, по татарскому языку получил 4. Мессенджеры и соцсети идет прямая манипуляция общественным мнением. Эксперты предлагают разговаривать открыто в рамках закона. Конфликта нет. Есть определенная сложная проблемная ситуация, да, но не более того. Участники сошлись во мнении, законы России и Татарстана гарантируют изучение родных языков. В Татарстане полностью выполняются поручения президента страны. Часы изучения русского языка доведены до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России. Родные языки изучаются добровольно. Но эти поручения порой некорректно истолковываются. Допускаются методы давления на директоров школ и учителей. Резкие действия прокуратуры, игнорирование прав татарстанцев на изучение государственного языка ведут к нарастанию межнациональной напряженности. При непринятии Минобром России вариативного плана госстандарта обратятся в суд. Здесь большинство понимает, а там есть люди, которые хотят разрешения ситуации, но не понимают. Мы должны до них донести эту ситуацию. Может, и не знаю. Обсуждение в Госдуме назначено на 16 ноября на парламентских чтениях, посвященных сохранению национальных и государственных языков. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. К другим новостям. Сегодня в Татарстане разбился вертолет. Он упал в Верхнеуслонском районе в нескольких километрах от садового товарищества «Красный пахарь». Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, от ошибки пилота до сильного тумана. С места трагедии Сергей Хайдаров.
Груды искореженного металла, детали вертолета и личные вещи пилота. Они разбросаны на десятках метров на месте падения. Сообщение о том, что близ садового товарищества «Красный пахарь» упал вертолет, спасатели получили в 8 утра. Пожарные, исследователи, врачи и родственники погибшего. На место стянуты все оперативные службы. Судя по этой огромной воронке в земле, вертолет упал именно на этом месте, после чего машину протащило дальше по земле еще метров 10-15. В итоге она превратилась вот в такую груду искореженного металла, и в таких условиях у пилота просто не было шансов выжить. Прибывший боевой расчет пожарно-спасательной части номер 8 с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировал и извлек из конструкции вертолета тело погибшего пилота 1974 года рождения. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. К ликвидации последствий происшествия привлекал 48 человек и 15 единиц техники. Для Максима Мурина это утро перевернуло всю жизнь. Сегодня он потерял своего брата-близнеца. О трагедии мужчина узнал из утренних новостей и, оказавшись на месте ЧП, не мог поверить, что брата больше нет. Ведь только вчера он с ним общался. Вчера вечером. Он говорил о том, что ему предстоит полет? Да. Что рассказывал, куда летел? Ничего, надо было работать и все. Не знаю, куда, что лететь. Утром информация была разной. По одним данным, погибший Константин Мурин направлялся на одну из местных горнолыжных баз. По другим, совершал перелет в Самару. Ясно одно, здесь утром был сильный туман. Это пока версия, что там под определенной плотностью тумана не имеет права взлетать. Так что как по факту будет, не знаю. Погодные условия, неисправность техники или человеческий фактор, что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи. По факту авиакатастрофы с вертолетом «Белл» в Татарстане возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Там же нам сообщили, вертолет, которым управлял Константин Мурин, принадлежал компании «Акбарс Аэро». Bell-407, машина американского производства. Считается одной из самых маневренных, вмещает до 8 пассажиров. Стоимость от $4 миллионов. За последние 12 лет это 4-е падение татарстанских вертолетов. Крушения винтокрылых машин случились в Азнакаевском районе, поселке Залесный и под Нижним Новгородом. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Верхнеуслонский район. От остановки до кладбища на Сухой реке только пешком. Для тех, кто доезжает на автобусе, альтернативы нет. Пожилые казанцы требуют продлить маршрут 37-го автобуса, но пока им остается только самим искать обходные пути. Впрочем, как и в Челнах, оказались проблемы схожие. Их сопоставила Альбина Минибаева. А сейчас там вообще чуть не на попах съезжаем. Дойти до кладбища на Сухой реке и протестировать все способы. Для тех, кто любит ходить пешком, здесь есть где разгуляться. Идти вот прямо нужно, идти вот до кладбища, конечно, прилично еще идти. Ну, далековато, я молодая, бабушкам просто трудно. В сторону кладбища едет 37-й маршрут автобуса, но от остановки до сакральной территории примерно 2 километра. Только пешком, и это единственный вариант для тех, кто приехал на общественном транспорте. Мы на себе проверили, по каким тропам обычно добираются. От остановки к кладбищу есть 2 дороги, там остается асфальт. Мы выбрали короткий путь, говорят, он занимает 15 минут. Проверим. Вот первое препятствие для меня, честно говоря, будет сложновато подняться. Мы идем, минуты 2, наверное. Вот такие вот у меня сейчас уже ботинки. Там идут бабушки. Вообще, бабушки, дедушки приходят сюда, видимо, подготовленные, с гамашки, там, со штанишками, а у меня вот колготочки и ботиночки. И они подготовленные. Холодно. Собственно, вот кладбище, там асфальтовая дорожка, стоят машины. Мы, слава богу, дошли. Остается вымыть все ботиночки и все, отдыхать. Говорят, автобусом ближе к кладбищу путь заказан из-за узкой дороги. Но из разговора с водителями нам стало понятно, проехать ближе. И не пробовали. Даже не знаем, там какая широкая, не широкая, мы даже не знаем. Возможно ли продлить 37-й автобусный маршрут? Такой вопрос мы адресовали исполкому Казани. Город пока хранит молчание и не комментирует. Лишь в устной беседе нам пояснили, нужна более широкая дорога и развязка. Такой же не хватает и в Набережных Челнах. Сейчас в Автограде дорогу к кладбищу возрождают. 15 миллионов мы освоим в этом году, но дополнительная еще потребность там строительства новых дорог
есть. И пока в Челнах планируют продумать маршрут в следующем году, казанцам остается искать плюсы пеших походов. Прогулка, размышления о чем своем. Будет ли альтернатива тем, кто выбирает автобус, мы будем следить за этой ситуацией. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Новоселье отметили жители Буинска. 27 семей получили квартиры по улице Строителей. Дом построили по программе соципотеки. Но проживать там будут и дети-сироты, и те, чье жилье находится в аварийном состоянии. Строители признаются, дом строился тяжело, не хватало финансирования, не завершили и благоустройство двора, время поджимало. Впрочем, строители обещают, к весне здесь построят площадку для детей, появятся газоны, клумбы для цветов. У меня здесь рядом и спортшкола, и бассейн. Как я здесь занимался, учился, все рядом. Это очень радует. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Историческая забастовка. Профсоюз добивался повышения авторитета среди рабочих. Как век назад металлисты добились своих требований, изучил Дмитрий Аринин. 30 лет за рулем одного трактора. Бүгін 8 март, yazның 1 бәйрәме, барлык хатын-кызларның да шат булсын күңелләре. А по этим механизаторы из Апастовского района Салават Мухаммадулян. Без переворота, но уклад жизни поменяли. Пока вся страна готовится отметить столетие Октябрьской революции, мы вспомнили о казанском прологе тех событий. В начале октября 1917 года профсоюз металлистов устроил в Казани масштабный митинг, который перерос в общегородскую забастовку. Требовали лучших условий труда. Как мирным путем удалось добиться своего, в историю погрузился Дмитрий Аринин. У нас в цеху второй месяц машины не чинены. Разойдитесь по местам. Помоги-ка мне, браток. Уморился я совсем. И после февральской революции жизнь рабочих не стала райской. Все те же тяжелые условия труда на устаревшем подчас оборудовании и зарплата, которая с ростом инфляции в стране становится все более мизерной. Не нравится? Не хотите работать? Всех уволю! Устав от притеснений начальства, казанские рабочие металлисты создали профсоюз, назвав его «Единение». Он сплотил более 2000 человек из разных предприятий. Появился и символ борьбы – красный флаг профсоюза. Металлисты решили подписать коллективный договор, где прописать все условия взаимоотношений трудящихся с работодателями. Какие-то пункты они не встречали особого возражения, а вот пункты, связанные с повышением заработной платы, очередным повышением заработной платы и усилением социальной защищенности членов профсоюза, вот здесь были спорные моменты с работодателями, и возникла конфликтная ситуация. 5 октября 1917 года металлисты устроили митинг в Панаевском саду Казани. Доколе это можно терпеть? Мы чужого не просим, свое, кровно заработанное. Митингующих металлистов поддержали и рабочие других профессий, а также солдаты Казанского гарнизона. Бастующие были твердо намерены отстоять свои требования, и главное из них – повысить зарплату! Как писали газеты того времени, стачка охватила весь город. В 200-тысячной Казани бастовали около 40 тысяч человек. Забастовка металлистов продолжается. Трамвайные вагоны по-прежнему одиноко стоят среди улицы. Не работали 5 октября кинематографы, театры и рестораны. Такой масштаб и решимость 8 октября закончились полной победой металлистов. Владельцы предприятий пошли на уступки. И коллективный договор был подписан. Это выступление металлистов закрепило авторитет рабочих и стало прологом более грандиозных и судьбоносных событий 1917 года. Полотнище же профсоюза пережило все потрясения и сейчас хранится в Национальном музее республики. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Любовь к родине, верность профессии и идеалам. В Апастовском районе за рулем старого Т-150 работает поэт Нияз Галиуллин. Все 30 лет он за рулем одного трактора смог воспитать и достойное поколение. Наследник Пушкина с полей, участник чемпионата мира WorldSkills. О трактористе с душой поэта Салават Мухаммадулин. Старый добрый 150К. Такой трактор когда-то был в каждом колхозе. На дороге или в поле сейчас его и не встретить. Но этот экземпляр особенный, ездит и по сей день. А все потому, что 30 лет машина
в одних руках. После армии мне было 20 лет тогда. Сейчас уже на тракторе 30, а мне 50. Вспахал поля, возил кирпич и даже встречал мам с малышами из роддома. Это пара К-150 и Нияз Галиуллин бок о бок уже 30 лет. Ремонт, мойка и даже тюнинг машины. Все сам. Старого друга предлагали поменять на 2 новых, но не тут-то было. Здесь кондиционерный вентилятор только есть. Вот. Жарко, конечно, летом. Но все равно менять не хотите? Нет, не хочу. Любовь именно к этой модели Нияза будет передалась от брата. Еще до армии он подрабатывал его сменщиком. Сейчас уже самого Нияза подменяет его старший сын. Сменщик только с сыном хочу работать, другой человек не надо. Бүгін 8 март, язның 1 бәйрәме, барлык хатын-кызларның да шат булсын күңелләре. Днем за рулем, ночью за пером. Стихи о любви, дружбе и братьях. Главная муза поэта – жена Симбике. Я же работаю воспитательницей в садике. Вот если стихотворение какой-нибудь темы надо, я обращаюсь к Ниязу. Он пишет. Гордость Галиуллиных – сын Булат, член сборной России по WorldSkills, победитель евразийского чемпионата. Он тоже любит свою работу. Любовь к рабочей профессии от отца. Да. Одна жизнь, работа, машина и семья. Такую преданность Нияз и сам объяснить не может. Смущается, на помощь приходит жена. Все любят, наверное. Везде. Все любят. За это, наверное. По словам Нияза Галиуллина, если бы у него был шанс начать все сначала, то эту жизнь он прожил бы точно так же. Салават Мухаммадуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Апастовский район. В свой день рождения дарят подарки. В торговом центре «Кольцо» стартовала акция «Покупай в кольце, получай 8». Что нужно сделать, чтобы стать обладателем нового айфона, расскажем далее. Уже в 11-й раз торговый центр «Кольцо» в свой день рождения дарит подарки покупателям. Принять участие в беспроигрышной лотерее может любой, кто совершит покупки до 24 декабря в магазине «Дельвейс» на сумму более 3000 рублей. Узнали об акции, которая проходила в соцсетях, пришли, купили. Надеемся выиграть главный приз. Выбрали торговый центр «Кольцо» и пришли в «Дельвейс», набрали покупку от 3000 выше. Вот, надеемся получить суперприз. Полученный от покупки купон на стойке администратора нужно опустить в барабан, и вы участник розыгрыша. Никто не уйдет без подарка, а самый удачливый заберет с собой главный суперприз – iPhone последней модели. Торговый центр «Кольцо», большое ему спасибо, что есть такие торговые центры, в которые мы сюда приходим, проводят всякие мероприятия различные. Здесь возможно, в общем-то, совершить любые покупки и выиграть, да, еще приз. Акция продолжится до 24 декабря. Розыгрыш призов проводится еженедельно. У каждого есть шанс стать обладателем нового айфона. С полными условиями акции можно ознакомиться в ТРК «Кольцо», в социальных сетях и на сайте. И в завершении выпуска возвращаемся к главной теме дня. День Конституции сегодня завершился большим концертом на Кремлевской набережной. Татарский, русский, удмуртский, мордовский песни под Кремлем звучали на разных языках. Дух единения прочувствовала Элина Зинатуллина. Гимн республики на 2 языках. С первых аккордов тепло, единение и общая гордость. Всюду татарстанский триколор, флагом на плечах, лентой у сердца или знаменем в руках. Каждый как может выражает любовь к республике. Гузель Нургалиева подпевает каждому слову гимна. Работаем с детьми в школе, каждый день обязательно пропеваем гимн Татарстана. Каждый должен знать свой гимн, я считаю. Музыка сегодня объединила сотни людей, даже издалека. Всей семьей Зиединовы приехали из Удмуртии специально к празднику. Не холодно, тут весело, тут мы танцуем, то есть здорово, все здорово. Русская народная или татарская эстрадная танцуют все. Об этом позаботились артисты. Несмотря на холод, мы поем, а это очень тяжело. И все равно это какой-то такой объединяющий концерт, поэтому, мне кажется, он очень важен. Особенно в этот день, особенно в День Конституции. Здорово видеть разные нации, слышать разные языки. Я сам по национальности удмурт, родился в Республике Татарстан. И всегда была тяга к изучению родной культуры, родному языку.
Удмуртский, мордовский, чувашский. Сцена сегодня богата на культуры, как сама республика. И даже наступление темноты празднику не мешает, а скорее наоборот. Сегодня у каждого свой свет в руках, в глазах и в сердцах. Лина Анатольевна, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Кадры с регистратора подтверждают, пытался проехать на красный. Внедорожник перевернулся после аварии в самом центре Казани. Подробности через несколько минут. Далее прогноз погоды и до встречи в 21:30. В Мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. Газета «Земля-землица». Выписывайте, читайте. Подписка во всех почтовых отделениях Татарстана. «Земля-землица». Всем пригодится. Постройте свой дом с арским кирпичом. Только в ноябре цены снижены. Кирпич от 8 рублей. Бесплатное хранение. Арский кирпичный завод. Готовь кирпич осенью. Телефон Варский 333-79. В Центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205-59-17. Ой, папа, вас мама и тут, и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Не время спать! Время скидок в Эссен! Только с 8 утра 14 до полуночи 15 ноября супер скидки до 50% на все. Подробности акции узнавайте в гипермаркете Эссен. Sizni 9 dekabrda Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosi Oltin yulduz muzikal premiya topshiruv tantanasini kutib qolamiz. Здравствуйте! Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, не исключен небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также облачно. Ночью пройдет снег около 0. Днем возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +2. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ночью без осадков 0 градусов. Днем возможен небольшой дождь +2. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтасе пасмурная погода, осадки не ожидаются. Температура воздуха около 0. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном будет облачно и без осадков. Ночью -1, днем до 2 градусов выше 0. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше вероятность осадков будет небольшая. Ночью 0, днем до 2 градусов тепла. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Автоцентр «Луидор Казань», официальный дилер автомобилей марки ГАЗ, на территории Республики Татарстан предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного предприятия. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань». Казань, Сибирский тракт, 59. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр «ГАЗ Луидор Казань». Звоните 288-87-78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Номера
слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, мацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. О погоде в столице Татарстана. Ночью в Казани без осадков 0-2. Днем также будет пасмурно, осадки не ожидаются и 1-3 градуса выше нуля. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». Компания объявляет месяц покупателя. Только 190 хороших квартир по хорошей цене. Так, квартира в жилом комплексе «Светлая долина» с выгодой 185 тысяч рублей. Телефон 295 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.